В огороде Мадины Барахоевой изобилие овощей. Все культуры в хозяйстве соседствуют по законам огородничества. Здесь 2 десятка кустов помидоров и столько же огурцов. Чуть дальше грядки с редисом, картофелем, сладким перцем и петрушкой. В огороде также растет кукуруза. Из нее Барахоевы получают муку. А стол всегда богат исключительно экологически чистыми продуктами. Помимо этого есть животные, вот это все творог, сметана, вот это молоко, все, кто как хочет себе забирать. В свои 57 лет Мадина – мать 6 детей и бабушка 25 внуков. Свой первый огород завела 40 лет назад. Интерес к земледелию привили родители. Недавно только узнала о вновь стартовавшем конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство». Вот и надеется получить главный приз – 500 тысяч рублей. Делится, в случае победы приз потратит с пользой. Заявки на участие в конкурсе из Сагапшей подали 3 семьи. Среди них Джандаровы. У Седы огород меньше, чем у Мадины. Это ее первое хозяйство. Несмотря на небольшой опыт, о своих зеленых насаждениях Седа рассказывает с любовью. Планы на вырученные деньги, если повезет, хозяйка расписала еще с начала конкурса. Очень нравится эта работа, вот, ухаживать за огородом. Было бы еще лучше, если бы вода нам шла. У нас с водой очень даже проблема большая. Из-за этого я не смогла вот большой огород посадить и делать так, как я хотела. Но если бы с деньгами чуть-чуть помощь была бы, я бы вот хотела большой сад там сделать и ухаживать за этим садом. Очень я этого хочу. Конкурс на лучшее подсобное хозяйство стартовал в регионе в середине этого месяца. Идею его проведения озвучил Махмуд Али Калиматов еще в прошлом году. Цель – поднять интерес населения к сельскому хозяйству. В этом году, как и в прошлом, конкурс будет поделен на этапы. Но есть некоторые изменения. Они коснулись призового фонда. В этот раз выберут не 13, а 23 победителя. Приз за первое место – 500 тысяч рублей, второе – 300, третье – 200, а остальные 20 получат по 50 тысяч рублей. Никогда до сих пор, насколько я знаю, такой программы из республиканского бюджета не было на моей памяти. Это хорошая идея, это его инициатива. В этом году проводится. И самое хорошее, что с каждым годом, вот второй год, сумма, выделяемая для личного подсобного хозяйства, она увеличивается. И количество участников, которые будут получать данную сумму денег. Что меня радует, как начальник сельхозотдела Малгобекского района, то, что люди, это уже заметно, даже люди приходят, интересуются, когда будет эта программа, прочее. Заметно, что люди начали более интереснее, более ответственно относиться к тому хозяйству, которое у них находится в огороде. Оценка проводится по ряду критериев. От разнообразия выращиваемых культур до условий, которые создают на приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. Прием документов для участия в конкурсе продлится до 27 июня. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Мухаммад Белакиев. Новости 24.